Введенные странами Запада санкции в отношении нашей страны открывают новые возможности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Так ли это? Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Дмитрий Рузит, главный редактор издательского дома «Финансы Башкортостана». Дмитрий Львович, здравствуйте. Очень рада вас видеть здесь у нас. Благодарю вас, тоже рад. Дмитрий Львович, итак, согласны ли вы с тем, что ограничения санкционные в отношении России – это новые возможности по движению капитала? И почему? Любой кризис всегда это время возможностей. Это усложняет ситуацию и заставляет как компании, государства, так и любого из граждан искать какие-то новые варианты размещения, применения, либо использования своих средств. Это абсолютно нормально. Кто как сумеет воспользоваться этими возможностями, вопрос немножко другой. Но все-таки что сейчас делать самое главное? Понятно, что очень многие уже на эмоциях снимали деньги, да, мы это слышали, 114 миллиардов рублей сняли. Но самое правильное поведение финансово грамотного человека сейчас какое? Ну, кто-то из великих экономистов, сейчас не будем искать фамилию, очень мудро сформулировал. Любые финансы на 10% состоят из расчета и на 90% из здравого смысла. Люди побежали в банкоматы снимать наличность. Хорошо, снял наличность, пронес эту толстенькую пачку, положил на кухню или под подушку. Дальше-то что? Смысл в этих телодвижениях? Да, я понимаю, что те кризисы, которые уже многократно проходили, у нас же кризиса было как блох на собаке, да? Они всегда вот на волне нервозности, на волне эмоций, на волне ажиотажа, практически повторяют друг друга. Все куда-то бегут снимать, какую-то валюту переводить, из валюты обратно переводить. Но это паника нескольких дней. Потом в любом случае все-таки, не идиоты же население, не идиоты же мы с вами. В любом случае мы эти деньги вернем в нашу экономику, в нашу экономическую систему. Недаром же банки сейчас поднимают ставки по вкладам, да? Причем сразу надо обратиться вот к чему. Банки – это не нечто обезличенное. Там у руля и в системах анализа сидят очень серьезные профессионалы. Они четко видят ситуацию, видят ее, пролонгируют, смотрят, что было раньше, пролонгируют на будущее. И обратите внимание, даже вот тот же наш Сбер, который никогда не радовал крупными ставками по вкладам, 21%, но это на 3 месяца. Любые другие банки тоже возьмем, крупная ставка – 20% трехмесячные, шестимесячные уже 16-17, полугодовая 16-17, годовая 12-13. То есть они прекрасно понимают, что вот эта волна, максимум 3 месяца, в самом тяжелом случае 4-5 месяцев, она в любом случае спадет, и все нормализуется. Мы же не в безвоздушном пространстве. И, во-вторых, часто произносится, Запад наложил санкции. Что Запад? За последние 10 лет 65 или даже 67 мирового прироста валового продукта дала Азия, причем Китай плюс Индия. Ни Запад, ни Франция, которая сидит на уровне 2007 года по уровню ВВП. Так что они сейчас сами себе в ноги стреляют, и пусть стреляют, потому что Европа и Штаты – это кусочек современного мира, а никакие юго-восточные, восточные страны никаких санкций не накладывают, поэтому произойдет просто смена парадигмы, переориентация экономики, в том числе финансовых потоков, товарных потоков, на тех, с кем уже давно и нормально работаем. Дмитрий Львович, давайте обсудим внутреннюю нашу ситуацию. Мы знаем, что Владимир Путин и Михаил Мишустин провели совещание по экономическим вопросам, разрабатываются механизмы поддержки инвестпроектов, в том числе, да, и экономики в целом. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Отрадно вот что. Во-первых, у нас накоплен очень большой опыт преодоления кризисных явлений в экономике. Очень жесткие санкции были и в 2014 году. Они достаточно быстро были нивелированы решениями, действиями правительства. Потом, что Бог не делает, все к лучшему. В данном случае, параковит, если сказать, за последние несколько лет мы научились адресно поддерживать самые разные сферы и отрасли бизнеса. И граждан, и малые предприятия, и по спектру крупных предприятий. То есть сейчас, практически у нас готов
изначально готов, отработан опытом целый комплекс мер, которые поддержат те болевые точки, которые сейчас неизбежно будут возникать. Более того, обратите внимание, сначала была встреча президента страны с руководителем крупного бизнеса. Это было, скажем так, политическая, да, встреча, некое политическое заявление, политическая воля была произнесена. Бизнес на это отреагировал, и уже спустя буквально несколько дней, не через месяц, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Шохин встречался сначала с Владимиром Владимировичем. Буквально на следующий день шел уже предметный разговор, детализированный на уровне заместителя председателя правительства страны. То есть там обсуждалась уже не политика, уже не санкции как явление, а именно вот эти механизмы, которые сейчас будут запускаться в ближайшее время. Это и на уровне страны, и опять же ближайший пример – это антикризисный штаб нашей республики. Проще говоря, мы все это проходили, мы это знаем, мы это умеем. Паника, ну, пена в любом случае сойдет, не сегодня, так завтра. Экономика, да, она будет работать. Мы же никуда не делись, работать мы умеем. Уровень потребления у нас не падает. Поэтому я, честно говоря, не вижу каких-либо, исходя, опять же, из опыта нашей кризисы, да и просто из жизненного опыта, будет все нормально, нормализуется. Не впервой, и не такое проходили. Дмитрий Львович, Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Да. Защитит ли эта мера рубль и сбережения граждан? Безусловно, она для того и была введена, чтобы именно защитить даже не столько сбережения граждан, а погасить вот эту волну ажиотажа, который, и, во-вторых, как-то нивелировать те неизбежные удорожания, инфляционные ожидания, удорожания товаров вот на этой кризисной волне. И мы уже об этом говорили, что именно поэтому самые высокие ставки в банках – это трехмесячные. И что тоже крайне не характер... очень приятно, положительно, но не характерно для банковской системы, что было. Обычно, когда Центральный банк поднимает или выпускает ставку, реакция банков наступает через месяц, в некоторых случаях через 2-3 месяца на какое-то нивелирование их конкретных ставок по самым разным видам финансовых операций. Здесь же буквально через 2 суток реакция наступила мгновенно. То есть это говорит о том, что, во-первых, банкиры уже готовились. И все заявления наших руководства страны или республики о том, что мы заранее просчитывали варианты и были готовы к санкционным ударам, к санкционному давлению, это действительно факт. То есть мы это, проще говоря, открыли план Б, открыли план С, и в данном ситуации по точкам работаем. Так что здесь я не думаю, что здесь будут какие-то внезапные сложности, которые мы заранее не просчитывали. Все это уже было. Мы знаем, что многих смущают влияние международных различных и санкций, и операций в банковской сфере. Да? Правильно ли мы понимаем, что регулятор уже предпринял меры, которые могут минимизировать негативное влияние? Этих мер принято уже достаточно много по самым разным направлениям. Это касается и тех же вкладов, касается взаимодействия банков с гражданами, это касается и взаимодействия банков с бизнесом. Тем более, опять же, опыт, очень большой накопленный опыт адресной поддержки. И по большому счету, что настораживает, это, видимо, издержки нашей запоздавшей информационной войны или той же финграмоты. Народ выучил слово SWIFT. Причем тут SWIFT? Если вы покупаете буханку хлеба в пятерочке, это же вовсе не означает, что ваши деньги поступают в пятерочку через сервер, который находится в штате Вирджиния. Да нет, конечно, это все внутренние операции нашей страны. Те рублевые, долларовые, все, что внутри страны, у нас есть свои системы. И банковские системы по системе платежей, в том числе это касается и наших карт. У нас же есть НСПК, национальная система платежных карт, знаменитые карты МИР. В свое время мы ворчали, нас заставляют бюджетников через МИР все. Сейчас прихлопнут пэй-сервисы и прочие операции. А с картой МИР, никаких проблем, совершенно спокойно живешь, совершенно спокойно работаешь. На страхах россиян, как обычно, действуют мошенники. Да? Сейчас видите ли вы всплеск и рекомендации, Дмитрий Львович, пожалуйста? Это не просто всплеск. Сейчас мошенники, это золотое дно для них. Опять же, выучили слово SWIFT, звонок раздается или смс-ка приходит. В связи с отключением от SWIFT срочно переводите свои деньги на резервный защищенный счет, диктуют счет. И те, кто не понимает вообще, о чем идет речь, старательно переводят свои деньги. А это кошелек мошенников. Это сейчас волна самая настоящая. И здесь надо просто понимать, что
Ну, во-первых, SWIFT малейшего отношения к нашим внутренним операциям не имеет и иметь не может. Это вообще не касается никого, кроме нескольких санкционных банков. И до людей эта волна физически дойти не может. SWIFT – это система смс-ок между банками. Ну, никак она не касается ни меня, ни тебя, ни операторов судей. Поэтому, ну, не слушайте вы всякую белиберду, что вам звонят, пишут. Банк вам звонить не будет. Наличности достаточно, все средства защищены, система страхования вкладов как работала, так и работает. Поэтому посмотрите, потерпите день, два, 3 недельку, оцените ситуацию по тем же вкладам в банках, в том числе в тех, которые не являются крупной десяткой, многие же в других банках. Посмотрите, какие у них ставки, примите решение на 3 месяца, на 6 месяцев, сработайте своими деньгами. Но опять же напоминаю, расчет 10%. 90% здравый смысл. Думай, нужно ли тебе это. И последний вопрос. Цифровые банковские сервисы, приложения, стоит ли здесь ждать каких-то опасений? По пэй-сервисам, конечно, опасения были и, вероятно, будут, потому что часть банков, попавших под санкции, они были задействованы, в том числе через вот эти цифровые наши гаджеты. Ну, хорошую вещь гаджетом не назовут. Это, во-первых. Во-вторых, карта банковская, она никакого отношения к пэй-сервисам не имеет. Кто-то привык телефоном тыкать в кассу. Ничего, сейчас точно так же будете тыкать картой. Проблем здесь никаких не вижу, что деньги-то они, как они были, так они и есть. Сейчас они будут не в телефоне, а спокойно останутся на твоей карте. Вот и все. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Очень интересный разговор, как обычно. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был главный редактор издательского дома «Финансы Башкортостана» Дмитрий Рудит. И мы обсуждали ситуацию на финансовых рынках и решения, которые принимают российские власти. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.